Конференцию, да? И сейчас для начала я хочу предоставить слово нашему ректору Галине Владимировне. Добрый день, уважаемые коллеги, профессиональное сообщество нашей республики. Нам действительно сегодня удается формировать банк лучших практик по специальному образованию и социокультурной интеграции. В течение прошлого года были проведены очень важные мероприятия, которые позволяют нам выводить лучших педагогов, выводить лучшие практики. И я знаю, что сегодня именно в рамках дискуссионной площадки будет представлен опыт различных организаций. Нам очень важно, что сегодня на уровне Республики Коми есть уже лидеры нашего профессионального сообщества, которые готовы включаться и в конкурсное движение, которые готовы вести за собой наших педагогов. И позвольте мне сегодня, как раз на открытии дискуссионной площадки, поблагодарить все муниципальные образования, которые активно сопровождают специальное образование. Сегодня в каждой организации формируется пространство для доступной среды, для специального коррекционного образования. И нам важно сегодня и обсудить, и, конечно, представить уже опыт, который в дальнейшем мы можем демонстрировать и на уровне республики, и я очень надеюсь, уже на уровне Российской Федерации. Я знаю, что сегодня присутствуют и представители федерального конкурсного движения. Я рада вас лично приветствовать, поэтому это очень важно, что мы, начиная с уровня дошкольного образования, действительно формируем именно систему. Поэтому, уважаемые коллеги, я желаю вам удачи, профессионального удовлетворения от работы на площадке. И я очень надеюсь, что мы можем в дальнейшем рассчитывать на вас, как именно на профессионалов, которые будут поддерживать это направление на уровне каждой организации и каждого муниципального образования. Желаю вам успешной работы. Спасибо. Спасибо, Галина Владимировна. Итак, уважаемые коллеги, хотелось бы немножечко рассказать о деятельности нашего центра, который сопровождает данную дискуссионную площадку, о том, что у нас происходит, чем мы заняты, вообще, чем мы занимаемся. Понятно, что центр занимается непосредственно, естественно, сопровождением специального образования и инклюзивного образования. На базе нашего центра проходят различные конкурсы. Это, естественно, республиканские конкурсы, конкурс «Лучший педагог школы», «Лучший педагогический проект», в которых принимают участие не только организации уже нашей республики, но подключаются уже и соседние. Поэтому конкурс растет, участвуйте, пожалуйста, это очень престижно, это очень важно. Наш центр выступает еще точнее, наши специалисты участвуют в различных программах профессиональной переподготовки. Это и логопедия, это и дефектология, и коррекционное образование и так далее. Курсы повышения квалификации. Достаточно большая работа проводится с нашими партнерами. У нас проводится на данный момент огромное количество семинаров, вебинаров, обучающих, познавательных, ознакомительных. Огромная работа проводится с общественными организациями. На сегодняшний день, на этот год уже учебный, у нас запланировано достаточно большое количество интересных мероприятий, в том числе серия вебинаров по работе с людьми глухими, слабослышащими, где будет представлен не только опыт, но и практические какие-то мероприятия, как работать с такими людьми, что можно предусмотреть. Да? На данный момент запланировали и будет проводиться интересный тоже, так сказать, курс обучающий по доступной среде, потому что, как мы знаем, что доступная среда – это не только предоставление, да, помещения, доступа, но это еще и образовательная среда вокруг. Запланирована интересная серия семинаров, вебинаров с издательским домом просвещения. Будем продолжать с ними. В прошлом году у нас была очень хорошая такая серия вебинаров, познавательных, интересных. В этом году мы продолжаем эту серию.
Далее проводим интересное направление по внедрению индивидуальной карты развития ребенка, по сопровождению в межведомственном взаимодействии. Это проводится совместно с общественной организацией «Особое детство». Ну и, естественно, взаимодействуем с нашими учебными заведениями. Да, и на будущее планируем все-таки, что мы будем плодотворно с вами работать. Данное мероприятие, надеюсь, пройдет очень интересно, быстро, плодотворно. Поэтому на сегодняшний день желаю вам хорошо поработать, получить новые интересные знания. Да? Ну, начинаем, Галина Дмитриевна. Так мы начинаем с вами обмен опытом в форме докладов. И доклады будут расположены в такой последовательности, что сначала мы заслушаем опыт дошкольных образовательных учреждений, специальных коррекционных школ, так, специализированных учреждений и завершит нашу сегодняшнюю первую рабочую площадку обобщением опыта профессиональных образовательных организаций. Итак, начинаем с дошкольных образовательных организаций и предоставляется слово заведующему детским садом номер 18 города Воркуты Светлане Григорьевне Серегиной. Светлана Григорьевна представила сейчас успешно опыт в Министерстве образования, науки и молодежной политики Республики Коми и продолжит сейчас его трансляцию перед нами. Пожалуйста, Светлана Григорьевна. Так, сейчас. Сейчас наладим презентацию. Итак, добрый день, уважаемые коллеги. В нашем ДОУ функционируют группы компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья. Это дети с задержкой психического развития различной этиологии, дети с умственной отсталостью, дети с комплексными нарушениями развития, а также дети с нарушениями развития аутистического спектра. Часто родители, воспитывающие детей с ОВЗ, сами нуждаются в дополнительной психолого-педагогической поддержке. Поэтому комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в нашем ДОУ проходит в триаде педагог, родитель, ребенок. Существует 4 фазы развития стрессового состояния членов семьи ребенка с ОВЗ. Шок характеризуется состоянием растерянности родителей, возникновением чувства собственной неполноценности, беспомощности, страха, агрессии. Члены семьи на данном этапе ищут виновного. Развитие неадекватного отношения к дефекту характеризуется негативизмом и отрицанием поставленного диагноза, что является своеобразной защитной реакцией больного ребенка. Частичное осознание дефекта – это та стадия, на которой родители начинают понимать, что они ответственны за ребенка, но чувствуют себя еще беспомощными в вопросах воспитания и ухода. Начинается на этом этапе поиск советов у специалистов. И, наконец, развитие социально-психологической адаптации всех членов семьи. Родители принимают ситуацию и начинают жить с учетом того, что в семье есть ребенок с ОВЗ. Большинство родителей приходят в наше учреждение на этапе неадекватного отношения к дефекту или на этапе частичного осознания дефекта. Не выдержав медицинских, экономических и психологических проблем, родители отгораживаются от близких, от друзей, знакомых, зачастую бывают агрессивно настроенные к педагогам учреждения. Поэтому специалисты, работающие в компенсирующих группах, прежде всего стараются помочь родителям принять и понять своего ребенка, психологически адаптироваться самим к новым условиям жизни с ребенком ОВЗ. Цель подобной работы – это формирование у родителей детей с ОВЗ адекватного образа собственного ребенка и реальных представлений о возможностях его развития. Кроме того, мы формируем у родителей адекватные представления и о возможностях их собственного вклада в профессиональное обучение их детей. Для реализации данных целей следует при взаимодействии с родителями детей с ОВЗ решать следующие задачи. Вот эти задачи вы сейчас видите на слайде. Также считаем необходимым следующее направление работы с родителями ОВЗ. Итак, озвучу основные этапы процесса сопровождения семей.
Первая встреча. При постановке на учет в образовательной организации – это наглядная информация, размещенная в ДО. Далее прохождение психолого-медико-педагогического консилиума ДО. Родителям предлагаются информационные листы, из которых они могут узнать подробнее о том нарушении, которое диагностировано у ребенка, и о необходимости специализированной помощи и о дошкольном учреждении в целом. Вторая встреча – это встреча с администрацией и с узкими специалистами. Цель этой встречи – познакомить родителей с правилами и требованиями детского сада. С первого дня пребывания родители должны четко представлять себе свои права и обязанности. На этой встрече обговариваются и заключаются договора между родителями и образовательной организацией. Поступление ребенка в ДОУ. Здесь перед педагогическим коллективом стоит задача комплексного изучения каждой семьи. Логопедом, педагогом, психологом, медработником выявляется социальный статус семей, условия проживания, образование. Медицинский работник выявляет особенности здоровья каждого ребенка и отношения родителей к его сохранению и укреплению, а также ожидания и запросы родителей по сохранению и укреплению здоровья детей. Изучение и анализ полученных сведений позволяет на заседании консилиума заполнять индивидуальную карту развития, определить уровень принятия проблем своего ребенка родителями и уровень мотивации родителей к дальнейшему сотрудничеству. Следующее – это установление контакта педагога с семьей, воспитывающей ребенка с УВЗ. Необходимо дать возможность семье понять, что мы-то тоже понимаем проблему семьи, проблему ребенка. Информирование семьи, воспитывающей ребенка с УВЗ, для того, чтобы у семьи появилось желание искать информацию самим. Мотивирование семьи на консультирование узкими специалистами, такими как невролог и психиатр, которых зачастую наши родители боятся. Планирование и реализация коррекционной работы в учреждении. На этом этапе выстраивается график работы с семьями, учитываются запросы и пожелания родителей. Для обеспечения конструктивного взаимодействия с родителями используются различные формы работы, как групповые, так и индивидуальные. Родительские собрания, консультации, беседы, вечера для родителей, тематические выставки, посещение семей на дому, практикумы и тренинги. Практический этап объединяет работу в 3 направлениях: коррекционно-педагогическая, психологическая и медицинская. Оценка эффективности проводимой работы. Подобная работа необходима прежде всего для выявления и распространения ценного опыта, накопленного педагогами. Оценка общения педагогов и родителей способна также помочь уровень профессионального мастерства воспитателей в области сотрудничества с семьей. Среди семей воспитанников имеются так называемые семьи группы риска. На сегодняшний день на внутрисадовом учете находится 5 таких семей. Из них 2 семьи, находящиеся в городском банке данных, и 3 семьи с опекаемыми детьми. Работу с этими семьями проводим индивидуально. Главная задача сада – обеспечить реализацию права этих детей на получение дошкольного образования. Поэтому все педагоги ДОУ контролируют ежедневное посещение детского сада ребенком из семьи группы риска. С целью профилактики и коррекции социального неблагополучия семей нами проводится работа по повышению педагогической грамотности родителей, включение их в деятельность ДОУ. Привлечение родителей к созданию развивающей среды в группе, участию в детских праздниках, спортивных мероприятиях, выставках совместных работ родителей и детей, проектах различной направленности. Проектная деятельность для детей с УВЗ полностью планируется взрослыми. Поэтому для лучшего усвоения материала детьми к работе активно привлекаются родители воспитанников. Технология проектной деятельности давно и прочно вошла в жизнь нашего детского сада. Разнообразная тематика и наполняемость проектов позволяет семье выходить за рамки коррекционного детского сада. Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья начинается с подготовки родителей, сотрудников и сотрудников других организаций, библиотек, выставочных залов, театров и других окружающих к принятию детей с особенностями в развитии. Озвучу некоторые самые яркие наши проекты. Проект «Посуда и пища Коми-народа» реализован в группе для самых младших воспитанников и их родителей. Проектные мероприятия позволили в игровой форме сформировать у детей навыки приема и развлечения гостей,
у родителей появилась возможность поближе познакомиться друг с другом и принять активное участие в работе ярмарки. Проект «Югдши. Светлый звук». Данный проект стал эффективным в формировании системного подхода в воспитании детей старшего дошкольного возраста любви к родному краю. Проект составлен на основе личностно-ориентированного взаимодействия, интеграции средств, методов и различных видов инновационной деятельности детей и родителей. Проект «Экологическая азбука». Вовлечение детей в социально значимую деятельность стимулирует у них процесс познания, поэтому итогом проекта стало создание энциклопедии «Экологическая азбука Севера». Именно в этом проекте чувствовалась смена позиции родителя от пассивного участника к активному и инициативному. Конечно, сначала возникли некоторые трудности с привлечением родителей для участия в проектах, но постепенно, приобретая положительный опыт, коррекционно-образовательной работы со своими детьми, оценивая успех своего ребенка, родители становились все более открытыми. И озвучивая тему нового проекта, родители с удовольствием вносили свои предложения. Мне буквально вот... Я постараюсь. Так, к проекту «История уголька» заинтересованные семьи принесли куски настоящего угля с отпечатками древесного папоротника. А папа-шахтер одного из детей принес специализированный костюм шахтера и рассказал о его предназначении. Была проведена экскурсия в Горно-экономический колледж. Проект «Снимаем кино на мосточке» был приурочен к году кино в России. Родители воспитанников принимали активнейшее участие в подготовке этого проекта, изготавливали декорации к фильму, кто-то принимал участие в конкурсе атрибутов для съемок. Премьера фильма прошла достаточно широко. Были размещены настоящие афиши в раздевалках групп, и актеры награждены благодарственными письмами, и была большая награда, статуэтка Ника. Все как у взрослых. У меня много чего еще есть. Вот прямо, Ирина Дмитриевна, много. Остальное мы перечитаем в статье, наверное. Хорошо. Я просто хочу сказать, что чем больше мы вовлекаем родителей в проектную деятельность, чем больше они участвуют в работе детского сада, тем более, во-первых, они открыты нам, и нам легче с ними сотрудничать, и тем более легче социализировать наших детей, потому что мы начинаем идти в одном направлении. Спасибо большое. О том, как формируется экологическая культура у детишек с тяжелыми нарушениями речи, расскажет Бычкова Елена Леонидовна, воспитатель, педагог детского сада номер 69 города Сыктывкара. Добрый день, уважаемые коллеги. Но для начала, прежде чем я начну свой доклад, мне бы очень хотелось познакомить вас еще с той группой людей, с небольшой командой, которая осуществляла данный проект. Это второй воспитатель Холопова Светлана Сергеевна, учитель-логопед Буркатенко Людмила Анатольевна и старший воспитатель Панева Наталья Венделиновна, она же еще и музыкальный руководитель. Современные проблемы взаимоотношений человека с окружающей средой могут быть решены только при условии формирования экологического мировоззрения у всех людей, повышения их экологической грамотности и культуры, понимания необходимости реализации принципов устойчивого развития. В свете ФГОС экологическое воспитание дошкольников – это непрерывный процесс развития детей, направленный на формирование у них экологической культуры. Но, конечно, решить экологические проблемы в глобальном масштабе мы с вами не можем. Но воспитать у детей основы экологической культуры, заложить фундамент, который составляет достоверные знания, практические умения, навыки, направленные на охрану природы и осознанное отношение к ней, это, конечно же, наша с вами задача. Мы работаем в группе детей с ТНР. У таких детей снижена активность познавательной и речевой деятельности, ограниченная эмоциональная сфера. Поскольку контингент детей сложный, практически все дети имеют сложную структуру речевого дефекта, а также сопутствующие заболевания, связанные с развитием психических процессов, мы разработали свою систему обучения детей, рабочую программу, которая учитывает тематику логопеда и специфику работы группы, а также способствует решению экологических и речевых задач. Несмотря на проблемы с речью наших детей,
они все-таки станут взрослыми людьми и полноправными членами нашего общества. И от того, какой фундамент знаний, навыков мы заложим в детстве, будет зависеть их отношение к своей родине, к природе, к своей семье. Поэтому в своей работе с детьми мы уделяем большое внимание экологическому воспитанию. И уже более 15 лет ведем в этом направлении углубленную работу. За это время нами было реализовано большое количество педагогических проектов в разных образовательных областях. Но в каждом из этих проектов мы решали задачи как экологической направленности, так и речевые. Проектная технология проходит через все виды детской деятельности, помогает нашим детям не только проявить себя, раскрыть свои способности, реализовать познавательные потребности, но и представляет широкие возможности сотрудничества для всех участников воспитательно-образовательного процесса дома, родителей, воспитанников и организаций социума, что очень важно для детей с ДНР. А сегодня мы хотим предоставить вашему вниманию проект «Земля – наш дом, природа – наша мать». Об этом человек не должен забывать. С этим проектом мы участвовали в республиканском конкурсе «Лучший педагогический проект в системе работы с детьми с ОВЗ». Этот долгосрочный проект был рассчитан на 1 год обучения для детей 6-7 лет. Цель проекта – привитие всем субъектам образовательного процесса экологической грамотности, культуры повышения познавательного интереса ко всему живому. Ну, как и любой проект был разделен на 3 этапа. Это подготовительный, основной и заключительный. На подготовительном этапе была проведена работа по обогащению уже существующей, очень хорошо развитой среды, экологоразвивающей среды, которая помогает формировать у детей основы экологического познания, а также способствует развитию речи, так как все-таки основная задача нашей группы – это речевое развитие. В группе мы создали экологические зоны. Каждая из этой зон несет свое функциональное значение. Ну, это зоны обучения, библиотеки, или речевая, мы ее называем зона, лаборатория, коллекции, зона продуктивной деятельности, релаксационная зона. Ну, было проведено анкетирование родителей. И результаты анкетирования, в общем-то, нас не очень порадовали, потому что была такая категория родителей, которые недостаточно осведомлены в вопросах экологического воспитания дошкольников. И они не считают воспитание экологической культуры в детях важным направлением. Ну и, конечно же, возникла необходимость вовлекать родителей этих детей в работу по вопросу экологического воспитания. На следующем этапе к нами было проведено родительское собрание, посвященное вопросу экологического воспитания, где мы провели занятия совместно с детьми и родителями, и называлось оно «Путешествие в царство флоры и фауны», и на котором флора и фауна приносят детям 2 планеты. Одна планета живая, на ней бушуют моря, океаны, поют птицы, животные, она живая, а вторая вся черная. Ее люди не берегли, они вырубали леса, сбрасывали в реки и озера мусор, они уничтожали животных, растения, и вот результат, эта планета погибает. И флора и фауна просят помочь детей, помогите, эту планету надо оживить. Это очень сложно, но это возможно, если у вас будет желание, если вы получите определенные знания, умения, навыки, и, конечно же, если вам помогут ваши родители. Ну и вся дальнейшая работа, которая проводилась с детьми и родителями, все занятия, наблюдения, труд, все строилось с использованием этой планеты. Ну, как мы оживляли эту погибшую планету. Ну, например, мы осенью с детьми и родителями сажали цветы, потом их прикапывали, укрывали, и, естественно, они не погибнут. Значит, на нашей планете могут появиться 1-2 дерева. Дети с родителями дома делали кормушки, а мы потом птиц кормили, подкармливали. Значит, на нашей планете могут появиться птицы. Мы с детьми много читали, узнавали о животных, о птицах, и поняли, что все животные, неважно от симпатии детей, независимо, да, все они нуждаются в защите, а значит, на планете могут появиться животные. Ну, во время экскурсии на лесную полянку мы с детьми встретились с лесовичком, который пожаловался на безответственное отношение людей к природе. Они засорили всю полянку. Ребята помогли убрать разбросанный мусор. И ответили: так, ну уже. Так, сейчас будем пропускать.
Ну, в общем, постепенно вот так наша планета начала оживать. Концепция понятна. Да. Какой Да. проблема. Мы постепенно все какие-то этим мы оживляли. Эту ожившую планету мы периодически помещали в родительский уголок. И, естественно, родители, когда видели какой-то новый предмет, они начинали спрашивать, откуда, как. Дети очень с гордостью, они о своих подвигах и поступках рассказывали родителям. И у них активизировался словарь, обогащался, активизировался, у них развивалась монологическая, диалогическая речь, связная речь, у них главное развивалась мимическая интонационная выразительность, и это очень важно с детьми. Ну, на протяжении этого мы участвовали и с другими социальными организациями, Кошкин дом, приют для бездомных животных, акция благотворительная, фестиваль. Родители, конечно, вот я согласна с предыдущим оратором, родители очень прониклись, и они уже сами искали материал в интернет-ресурсах, в букологии. Вот, они сочиняли вместе с детьми экологические сказки. Вот мы тут принесли, вы уже отдали, да, девочки? Экологические сказки, сказки о деревьях, сказки о временах года. Это все родители с детьми сочиняли. И, в общем, ну, не буду рассказывать, что это все. И субботники мы организовывали. И ушла камера. Субботники организовывали, все это. И постепенно. И главное, у нас был сделан макет, или как сейчас это называется, Людмила Анатольевна, как это называется? Сенсорная коробка. Сенсорная коробка. Это был макет тундры. Тундры, и по ней тундра и лес. И по ней проходил нефтепровод. И вот мы показали, как авария на нефтепроводе может вызвать такую тяжелейшую экологическую катастрофу. Вот. То есть дети вообще, конечно, были очень... Очень интересный прием. Да, вот. Ну, для родителей также мы выпускали всякие консультации, буклеты, это все понятно, да? Ну и когда на нашей планете появились животные, птицы, возник естественный вопрос, а где же люди? Куда делись люди? Хотя мы о людях очень много говорили, об их отношениях, о доброте, о любви, о взаимопомощи, обо всем об этом говорили. Но им было интересно, почему человек дышит, почему он ходит, почему он может... И тогда мы создали цикл занятий. И вот этот цикл занятий, очень хорошая книга «Восьмое чудо света», оно идет как путешествие, вот как сейчас модное слово «квест», да? Вот, путешествуют по организму и узнают в игровой форме, все узнают о строении организма. Я уже заканчиваю, все. Ну и как, конечно, после этого на нашей планете появились люди. Вот. Ну и как результат, итоговое уже у нас был экологический праздник «Жизнь планеты в наших руках», где дети и родители увидели ожившую планету. Они опять встретились с флорой и фауной, которая благодарила детей за то, что они такие отзывчивые, добрые, такие, все умеют и знают, многому научились. И, конечно же, благодарили родителей, потому что без их помощи этого бы не было. И еще мы, презентация книги «Экологические сказки», а еще мы выпустили журнал, «Экоша» называется. Вот, тоже где-то он у нас тут гуляет. В дальнейшем, в общем, еще 2 номера. Ну, и вот так мы убедили, что все-таки с детьми с ТНР проектная деятельность – это очень эффективный метод работы, в котором у детей развиваются и психические процессы, и все задачи по развитию речи решаются. Да. Спасибо за внимание. Я постаралась быстро. Спасибо. Ну, вот данный проект, почти что в полном объеме у нас будет представлен в сборнике проектов 2018 года. То есть этот сборник у нас готовится к публикации, то есть к размещению на сайте нашего института. Так, и слово предоставляется представителю города Воркуты, заместителю директора, директору, очень интересная организация, начальная школа, детский сад номер 1, город Воркуты, создание особых условий для обучающихся с нарушениями зрения. Пожалуйста. Так, держимся вот. Я приветствую всех участников конференции. Конечно, опыт представить за столь короткое время очень сложно, но я постаралась сжать и все, что возможно, сумею вам показать.
Я представляю опыт работы единственного не только в нашем городе, но и во всей Республике Коми учреждения для детей дошкольного и начального школьного возраста от 2 до 11 лет с различными нарушениями зрения. Дошкольные группы нашего учреждения имеют компенсирующую и оздоровительную направленности. Группы компенсирующей направленности посещают воспитанники, имеющие статус ребенок с ограниченными возможностями здоровья по зрению. Группы оздоровительной направленности посещают дети с функциональными расстройствами зрения. Классы начальной школы посещают и дети с ОВЗ, и дети с инвалидностью, и дети, не имеющие статуса, но требующие особого внимания специалистов. На сегодняшний день в учреждении 219 детей, из которых 123 ребенка имеют статус ОВЗ и 15 детей имеют инвалидность. Главный аспект деятельности начальной школы детского сада номер 1 – это создание специальных условий для слабовидящих детей, детей с ограниченными возможностями здоровья по зрению и с инвалидностью для системного непрерывного лечения, воспитания и обучения. В первую очередь это укомплектованный штат, который включает в себя специалистов коррекционной педагогики, специальный медицинский персонал и педагогов учреждения. С обучающимися работают квалифицированные воспитатели, учителя начальных классов, учителя-дефектологи, логопеды, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор и учитель по физкультуре, педагог доп. Образования. Все педагоги прошли обучение по ВУЗ дошкольного образования, начального общего образования, по инклюзивному образованию и образованию для обучающихся с ОВЗ. Работа педагогов носит инклюзивный характер и сопровождается единой системой комплексной психолого-медико-педагогической помощи детям, направленной на коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии воспитанников и учащихся, их социальную адаптацию. Основой разработки стратегии и тактики работы с ребенком в нашем учреждении выбором лечебной, образовательной, воспитательной и коррекционной направленности является скоординированная деятельность специалистов разного профиля. У ребенка со зрительными патологиями отмечаются затруднения во взаимодействии с социальной средой, нарушение связи с окружающим миром, проблемы в особенностях речевого общения и формирования двигательных навыков. В соответствии с интеллектуальными и физическими возможностями ребенка, рекомендациями специалистов и врачей, а также для целенаправленной работы с семьей разрабатывается индивидуальный маршрут комплексного ПМП-сопровождения каждого ребенка. Он перед вами на экране. Грамотно выстроенный индивидуальный маршрут комплексного сопровождения позволяет определить зоны внимания и точки роста у каждого ребенка. Координатором комплексного сопровождения, выступает психолого-медико-педагогический консилиум, состоящий из педагогов и специалистов нашего же учреждения. Основная роль в реализации системы ПМП-сопровождения детей отводится учителям-дефектологам, которые, согласно рекомендации врача-офтальмолога, проводят тщательную работу по развитию зрительного восприятия, осязания и мелкой моторики. Активным участником системы сопровождения является педагог-психолог, который проводит групповые индивидуальные занятия с учащимися в кабинете психологической разгрузки. Здесь, помимо индивидуального сопровождения, организуется консультативная работа с родителями. После напряженных коррекционных занятий или аппаратного лечения обучающиеся имеют возможность посетить сенсорную комнату, сеансы в которой направлены на снятие эмоционального, мышечного и зрительного напряжения, стимуляцию зрительных и тактильных ощущений. С обучающимися, имеющими речевую патологию, занимаются учителя-логопеды, цель которых – предупреждение и коррекция нарушений чтения и письма. Коррекционная работа всего учреждения предусматривает создание специальных условий образования, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ и инвалидностью посредством индивидуализации, дифференциации образовательного процесса и различные варианты специального сопровождения детей с ОВЗ по зрению. В результате использования системы комплексного сопровождения у детей зафиксированы положительные качества и устойчивые уровни развития, положительная динамика в состоянии зрительных функций. У большинства детей ликвидируется неправильная фиксация на хуже видящем глазу, уменьшается угол косоглазия, ликвидируется амблиопия, уменьшается количество детей с монокулярным характером зрения. Наблюдается восстановление зрения до возрастной нормы. У педагогов повышается профессиональное мастерство и умение работать в команде. Родители же становятся активными участниками воспитательно-образовательного процесса. Коррекционной работе посвящен инновационный проект нашего учреждения «Дом, в котором уютно всем»,
который стал победителем на региональном этапе фестиваля лучших инклюзивных практик в марте 2017 года, проводимым Организационным комитетом Коми-республиканской организации Всероссийского общества инвалидов. Признание его лучшим в республике показало грамотную и сплоченную работу всего педагогического коллектива учреждения, инклюзивный характер проводимой коррекционно-развивающей деятельности. Наградой за победу в региональном этапе конкурса стала поездка в город Москву для представления своих разработок на Московском международном салоне образования и участие в финальном этапе пилотного фестиваля лучших инклюзивных практик, который состоялся в Москве в апреле 2017 года. Вопрос организации комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ неоднократно представлялся на республиканских конференциях «Инклюзивное образование. Опыт, проблемы, взаимодействия». Министерством образования Республики Коми в 2017 году вручена благодарность учреждению за существенный вклад в развитие инклюзивного образования в республике. Уполномоченный по правам ребенка в Республике Коми Струтинская Нелли Леонидовна во время своего визита также высоко оценила деятельность всего учреждения по работе с особенными детьми. Во-вторых, это программно-методическое обеспечение образовательного процесса. В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация основной образовательной программы дошкольного образования для слабовидящих детей, коррекционная работа специалистов и проводится лечение глаз на офтальмологических аппаратах. В группах оздоровительной направленности осуществляется реализация основной образовательной программы дошкольного образования для детей с функциональными расстройствами зрения и также специальное аппаратное лечение глаз. Программы разработаны в соответствии с программой специальных коррекционных образовательных учреждений 4-го вида, автора Плаксиной, и рекомендованных Министерством образования примерных образовательных программ для слабовидящих детей и детей с функциональными расстройствами зрения, а также образовательной программой дошкольного образования детства. Для учащихся с ОВЗ в начальных классах реализуется адаптированная образовательная программа начального общего образования, разработанная в соответствии с программой «Начальная школа 21 века» и программой специальных коррекционных образовательных учреждений 4-го вида. В-третьих, и что очень важно, это специально адаптированная предметно-пространственная среда всех функциональных помещений учреждения, групповых и классных, музыкального и физкультурного залов, прогулочной веранды для детей младшего возраста, центра психологической разгрузки, кабинетов специалистов и медицинских блоков. Созданию специально развивающей предметно-пространственной среды отведено большое внимание. Это оснащение специальным учебным, компьютерным оборудованием кабинетов специалистов, классов и групп. Специально оборудованные зоны и помещения, коррекционные центры с развивающими играми и пособиями для проведения коррекционного часа. Размещение схем зрительных траекторий, зрительных тренажеров и меток в групповых комнатах и во всех функциональных помещениях. Создание определенной световой среды, оборудование противоскользящим покрытием входов в здание, визуальное и тактильное выделение ступеней лестничных маршей самоклеющимся антискользящим углом также является необходимым условием для слабовидящих обучающихся. В соответствии с методическими рекомендациями по созданию специальных условий для слабовидящих детей нами отмечены зрительные ориентиры на всех дверях учреждения. Это оранжевые метки и окраска дверных косяков контрастным цветом. Также в контрастные цвета окрашены первые и последние ступени лестничных маршей. Эти ориентиры помогают отчетливо видеть место входа и выхода из помещения, начало и окончание пути следования. Мы все делаем для того, чтобы в помещениях не было яркого ослепляющего блеска. Блеск – один из главных врагов зрения, поэтому используемые пособия исключают блестящую поверхность. В связи с этим отделочные материалы и краски используются только светлых тонов, имеющих матовую поверхность. Развивающая предметно-пространственная среда групп, оборудование и инвентарь для развития детей дошкольного возраста подобран с учетом охраны и укрепления их здоровья, учетом особенностей и коррекции зрения. Ой. Предметно-пространственная среда отличается своей многофункциональностью, трансформируемостью. Что-то стало. Да. Дошкольные группы оснащены мультимедийным оборудованием,
что позволяет делать процесс обучения не только интересным, но и специальным для наших детей в плане необходимости увеличения различных изображений на занятиях, проведения зрительной гимнастики и двигательной разминки в режиме дня. В классах начальной школы созданы условия для активно-сенсорно развивающей среды. Учебные кабинеты оснащены современными одноместными, регулируемыми в соответствии с ростом учащимися партами и партами-конторками. Такая мебель позволяет регулировать степень утомляемости учащихся в процессе учебной деятельности и обеспечивать сменяемость динамических поз. За конторками учащиеся стоят на массажных ковриках, которые оказывают воздействие на рецепторы организма через массаж стоп. В каждом кабинете имеются зрительные тренажеры для снятия мышечного напряжения глаз, к которым педагоги неоднократно обращаются в течение дня. Спасибо большое. Ну и хочется сказать, что уже до конца тогда не буду, что несмотря на то, что наши дети не могут участвовать в спортивных мероприятиях, в сдаче норм ГТО, однако они являются активными участниками интеллектуальных, творческих конкурсов. И одной из наших главных побед за последние годы является участие в 2015 году в Московском фестивале лучших инклюзивных практик для детей с ограниченными возможностями здоровья, где они стали победителями фестиваля и получили диплом победителя с коми-песней на коми-языке. Консультация. Вопрос такой у меня возник, Елена Валентиновна. А ваши детки уже перешли в основную школу? Есть такой выпуск? Конечно, у нас много детей, которые уже и закончили школу, и поступают. У нас преемственность уровней дошкольного и начального общего образования, что является еще одним отличительным условием нашего учреждения. Это позволяет обучаться им и на следующей ступени образования в обычной школе, и также продолжить обучение в классах нашей начальной школы. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Пожалуйста, слово предоставляется Апариной Екатерине Николаевне, заместителю директора специальной коррекционной школы Усть-Куломского района. У нее очень злободневная интересная тема. Сейчас она не поведает нам. Добрый день, уважаемые коллеги. Я представляю сельскую коррекционную школу. У нас обучаются детки с интеллектуальными нарушениями. Следуя тенденциям современного образования и потребностям особого ребенка, наша школа внедряет в практику своей работы идею тьюторства. Кратко опишу интересный и полезный для учащихся коррекционной школы вид деятельности. Сегодня пока еще не в каждом образовательном учреждении есть тьютор как штатная единица. Однако сопровождение детей, в особенности с ограниченными возможностями здоровья, осуществляется педагогами непрерывно. Можно ли организовать тьюторское сопровождение отдельных учащихся другими учениками этой же школы? Опыт работы показывает, что в этом нет ничего сложного. Как известно, в переводе с английского тьютор означает домашний учитель, наставник, опекун. Происхождение этого слова идет от латинского «заботиться», «оберегать» и связано с понятием «защитник» или «покровитель». Именно эту функцию осуществляют дети-тьюторы в условиях коррекционной школы Славутского. Тьюторство помогает одним ребятам полноценно включиться в образовательный процесс, а другим развивать социально значимые навыки и индивидуальные способности, нравственные качества. В каждом классе есть ученики, успешно осваивающие образовательную программу, и дети, испытывающие определенные трудности. Задача учителя – обеспечить всем школьникам необходимые условия для успешного обучения. Именно дети-тьюторы могут оказать здесь неоценимую помощь. Личный куратор на уровне ученик-ученик может сопровождать одноклассника на уроке или помогать во внеурочное время, на перемене, мероприятии или по дороге домой. Конечно, плоды детского тьюторства появляются не сразу, а могут быть и совсем незначительными, но от этого они становятся менее важными. Рассмотрим, чем занимается учащийся тьютор при посильной помощи педагога. Во-первых, на него может быть возложена обязанность, в кавычках, ввести нового ученика в образовательное пространство школы-интерната. Изнутри ознакомить с укладом образовательного учреждения, традициями и обычаями. В какой-то мере оберегать от возможных негативных проявлений окружающих. Важно, чтобы в период адаптации к необычным условиям у новенького был кто-то знающий, тот, кто поможет преодолеть страх перед неизведанным.
найти общий язык с одноклассниками, подскажет, где находится столовая или кабинет психолога. Возможно, позже между тьютором и вновь зачисленным учащимся зародится крепкая дружба, и им вдвоем будет легче идти по жизни. Во-вторых, помощник учителя сопровождает ребенка на уроках по всем учебным предметам или какому-то одному. В данном случае взрослый тьютор может привлекать к себе излишнее внимание класса, тем самым отвлекая детей от учебного процесса. Слабый ребенок может стесняться его присутствия или наоборот, перекладывать на взрослого часть своих учебных обязанностей. А ребенку-тьютору некогда выполнять работу за другого. Его никто не стесняется, на него не отвлекается. Если один из учеников плохо читает в силу особенностей развития, юный тьютор поможет вспомнить буквы, прочитать трудное слово, найти место в учебнике, которое читает класс. Он может, например, напомнить, что линейка лежит в пенале, а солнце лучше раскрасить в желтый цвет. Тьютор разъяснит нужное правило на понятном для данной группы детей языке. Наблюдение со стороны учителя, конечно, присутствует. В рамках своей компетенции юный помощник учителя тоже может осуществлять контроль работы соседа. Но главное на уроке – это поддержка, опора со стороны тьютора, посильная помощь в усвоении учебного материала своему товарищу, чьи слабые и сильные места он знает достаточно хорошо. Личный куратор помогает сделать учебный процесс доступным и интересным. В-третьих, сопровождение со стороны учащегося необходимо некоторым детям во время перемен, от посещения туалетной комнаты до организации совместного досуга во избежание конфликтных ситуаций или других проявлений девиантного поведения. Здесь тьютор может помочь разграничить правильное и неправильное, предотвратить совершение плохого поступка. Также помощник педагога может вовлечь застенчивого ученика в интересную игру, расспросить ушедшего в себя о проблемах, обсудить футбольный матч, просто почитать или полистать журнал. Кто же может стать учащимся тьютором? Какие качества ему необходимы? Опыт работы в школе-интернате показывает, что в первом случае это ребенок того же возраста или старше, коммуникабельный, чуткий, пользующийся авторитетом среди других школьников. Во втором это ответственный ученик того же класса, успешно справляющийся с программой, быстро и правильно выполняющий учебные задания, сидящий за одной партой с мальчиком или девочкой, требующими сопровождения на уроке. В третьем случае это добрый, терпеливый, заботливый ребенок, часто из многодетной семьи, имеющий опыт присмотра за младшими братьями и сестрами. Это могут быть 3 разных ученика, а может быть и один. В любом случае он связующее звено, поддержка, опора. Это ребенок, желающий помогать другим по доброй воле, а не по принуждению. Конечно, дети-тьюторы – это не профессионалы, это, скорее всего, ассистенты, и к ним нельзя применять требования стандартно. Возможно, для них это только игра в тьютора. Но порой их помощь может сделать очень многое для успешного включения в образовательный процесс каждого ребенка. Они не только помогают сопровождать, адаптироваться, контролировать, но и сами с интересом учатся, развиваются, растут в нравственном плане. В нашей школе дети-тьюторы достаточно востребованы, и спрос на их помощь только растет. Тьюторы маленькие, а их возможности большие. Спасибо за внимание. Интересно, вот как все-таки детей вы привлекаете к такому тьюторскому сопровождению? Как-то вот, то есть какие слова находите, что вот нужно вот помочь этому маленькому Конечно, человеку? это просьба. Им нравится, когда обращаемся с просьбой. Они хотят себя чувствовать большими, важными и очень нужными людьми. Спасибо. Очень интересно. Да. Итак, переходим к следующему выступлениям, которые сейчас нам представят уже представители более специализированных учреждений. Итак, Горюнова Наталья Юрьевна, учитель логопед-дефектолог Центра психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения города Сыктывкара. Пожалуйста, Наталья Юрьевна. Я без презентации, но быстро постараюсь уложиться. С 2012 года в связи с введением Федерального закона об образовании номер 273 и введением ФГОС дошкольного образования мы с вами наблюдаем значительное статистическое увеличение детей с УВЗ и инвалидностью, которые стали посещать дошкольную образовательную организацию, реализующую именно основную образовательную программу дошкольного образования. Так, если посмотреть статистические данные, то в 2017 году дошкольные организации
посещали 730 детей с ОВЗ и 196 с инвалидностью. Из них только 60 детей находились в инклюзии. Данные за 2018 уже 2019, да, вот учебный год, показывают, что количество детей выросло, их стало 776 с ОВЗ и 238 детей с инвалидностью. И только 111 детей получают образование в условиях инклюзии. То есть тенденция именно показывает к росту численности, да, таких детей. И именно эта ситуация ставит вот задачу перед педагогами выстраивания системы комплексного психолого-педагогического сопровождения данных детей. Я являюсь не только специалистом отдела психолого-педагогического сопровождения, но также членом территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. И на протяжении вот уже последних 3 лет мы наблюдаем, конечно, увеличение количества обратившихся родителей на ТПМПК и также увеличение процента установления статуса ОВЗ. Если в 2015 году было обследовано на комиссии 396 человек, то уже вот в 2018 году 586. И доля детей с ОВЗ составляет не менее 85-89%. Таким образом, да, вот на данный момент возникает проблема, то есть значительный рост данной категории детей, в то же время недостаток кадров в учреждениях, узких специалистов, логопедов, психологов, дефектологов. Наблюдается очередность, да, рост очередности детей в группы компенсирующей направленности, а педагоги все-таки дошкольных образовательных учреждений недостаточно владеют знаниями, умениями и навыками по работе с детьми данной категории. То есть основная масса детей остается в дошкольных учреждениях, реализующих основную образовательную программу, и ее не усваивают, да, или испытывают трудности при ее усвоении. Вот практика моей работы позволяет увидеть, что среди всех категорий детей с ОВЗ большой процент составляют дети именно с задержкой психического развития, в том числе дети с синдромом Дауна. По статистике, если так тоже быстро пробежаться, то в 2016 году у нас 12 детей с синдромом Дауна находились в 7 дошкольных учреждениях, в 2017 году это уже 15 детей в 8 садах, и в 2018 году это 9 детей в 5 садах, то есть реализующих основную программу, да, дошкольного образования. В том числе есть дети с синдромом Дауна и неорганизованно. Вот в моей практике был ребенок, даже которому было 11 месяцев, и мы вот помогали, оказывали психолого-педагогическое сопровождение данного ребенка. В 2015 году в связи с созданием нашего центра психолого-педагогического сопровождения одно из учреждений города, в частности детский сад номер 53, обратилась с запросом об организации психолого-педагогической помощи в отношении детей с ОВЗ, в том числе с синдромом Дауна. К моменту обращения учреждение уже опробировало свой опыт, команда педагогов и специалистов, в частности педагог-психолог очень большую работу проводил в данном учреждении. Администрация активно была подключена, то есть они уже внедряли инклюзивное образование именно по детям с синдромом Дауна. Но в учреждении не было достаточно кадров, не было ни учителя-логопеда, ни учителя-дефектолога, и детскому саду была необходима именно помощь в организации коррекционно-развивающей работы. В итоге совместно с администрацией сада и с нашим центром было принято решение об организации совместной работы в течение учебного года в форме именно сетевого взаимодействия по организации коррекционно-развивающей работы с данной категорией детей. Также данная работа была согласована с родителями детей. И вот такой социальный заказ послужил поводом создания педагогического проекта, целью которого стала разработка и реализация специалистами нашего центра программы коррекционно-развивающих занятий с воспитанниками ДО с детьми в возрасте 3-4 лет с задержкой психического развития, в том числе с синдромом Дауна, направлена на коррекцию и развитие их познавательной активности и основных психических процессов. Совместная работа по реализации проекта была выстроена по следующим направлениям.
Это коррекционно-развивающие занятия с детьми, с учителем-дефектологом на базе именно детского сада, где были созданы все условия, да, для таких занятий. Второе направление – это была методическая работа с педагогами в форме консультаций, семинаров, также в форме стажировочной площадки на базе детского сада. Следующее направление – это работа с родителями, консультирование родителей на каждом этапе работы. И были семинары, практикумы, открытые занятия для детей, для родителей также были проведены. Вот, на мой взгляд, выстраивание работы по психолого-педагогическому сопровождению в данном учреждении было эффективно именно потому, что в учреждении уже была разработана модель консилиума, да, психолого-медико-педагогического, был накоплен опыт работы педагогами и педагогом-психолога, администрации учреждения. Также очень хочется отметить отдельно работу педагога-психолога данного учреждения Коваль Надежды Николаевны, которая координировала и курировала всю вот нашу деятельность в рамках сетевого взаимодействия. Ну и администрация были очень заинтересованы, они полностью включались в совместный проект, поэтому результаты данного проекта показали очень такой достаточно эффективный, ну и динамика у детей была очень хорошая. Таким образом, в ходе вот проекта мной был проведен анализ научно-методической, психолого-педагогической литературы, интернет-ресурсов, подобран большой диагностический инструментарий, разработано содержание коррекционно-развивающих занятий с детьми, также разработано содержание консультативных занятий с родителями и педагогами по вопросам эффективного взаимодействия с детьми с ЗПР, в том числе с синдромом Дауна. Вот результатом такого проекта стала программа, которая легла в основу адаптированной основной дополнительной образовательной программы по работе с детьми с синдромом Дауна. Весь накопленный методический материал был оформлен в методических рекомендациях, которые были представлены в 2017 году на республиканском заочном конкурсе на лучшую организацию деятельности территориальных ПМПК. И мы стали лауреатами в номинации «Лучшая методическая разработка для родителей». Также в ходе вот реализации проекта было налажено именно сетевое взаимодействие специалистов центра, то есть не только меня, и другие специалисты нашего центра подключились со специалистами и педагогами дошкольных образовательных организаций по оказанию психолого-педагогической помощи воспитанникам ДО. Это было, получается, в форме проведения коррекционно-развивающих занятий уже теперь на базе нашего центра, в форме проведения диагностического обследования детей, согласия родителей на базе нашего центра. И есть такая же форма, как выходы в дошкольное образовательное учреждение, то есть по наблюдению за ребенком, по его диагностике в условиях именно уже дошкольного образовательного учреждения. Проведение консультаций, семинаров для педагогов, для специалистов дошкольных учреждений, а также проведение консультаций, практических семинаров для родителей. Вот за эти 3 года, да, такой тесной работы с дошкольными учреждениями уже наработана практика взаимодействия, особенно вот с садами, где есть дети с синдромом Дауна, это и 19-й детский сад, и 27-й детский сад, да, отдаленный, скажем так, от нас, но 53-й, 104-й, 57-й, педагог-психолог тоже здесь присутствует, Надежда Николаевна, да, все, прикольно, да. Поэтому организация вот такого сопровождения детей с задержкой психического развития и синдромом Дауна, она может быть как раз и реализована через вот сетевое взаимодействие в рамках реализации коррекционно-развивающей части образовательной, основной образовательной программы. Все, у меня все. Спасибо, Наталья. Как раз вот программа, которую сейчас докладывала Наталья Юрьевна, она представлена тоже у нас в сборнике лучших проектов за 2018 год. И следите за нашим сайтом, и скоро надеемся, что этот сборник появится на наших страницах, будем так говорить. Продолжит представление работы данного учреждения Износикова Анастасия Михайловна, логопедическая работа с обучающимися. Пожалуйста.
Я постараюсь кратко окунуть нас в тему логопедическая работа по профилактике дисграфии у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 3-го уровня речевого развития. Для современной общеобразовательной школы характерна неуспеваемость многих учащихся при овладении навыками письма. Это явление далеко не случайное. Причины его уходят своими корнями в дошкольный и даже более ранний возраст. Письмо – это один из базовых школьных навыков. Это сложный интегративный навык. Процесс обучения письму осуществляется на основе достаточного уровня сформированности речевых и неречевых психических функций. Раскрывая понятие письма как сложного интегративного навыка, я предлагаю рассмотреть рисунок-схему «Айсберг обучения» Марины Белозеровой. Мы видим над водой вершину айсберга, это обучение, в нашем случае обучение письму, а под водой располагается его тело и основание, где мы видим речь, произвольная концентрация внимания, поведение, саморегуляция, самостоятельность, ориентация в пространстве, планирование движений, контроль положения тела, координация рука-глаз, а также сенсорные системы. И в самом низу основанием айсберга являются 3 кита. Это тактильные, вестибулярные и проприоцептивные ощущения. Активность вестибулярного аппарата задает рамки всему дальнейшему опыту и настраивает нервную систему на эффективную работу. Вестибулярная система созревает к 11 годам, и недостаток движения и односторонняя стимуляция органов чувств, чаще всего визуально-акустическая в период формирования вестибулярной системы, приводит к нарушениям равновесия. Таким образом, недостаточный уровень развития этих психических функций может являться причиной специфических нарушений письма, которые свидетельствуют о наличии у ребенка дисграфии. На сегодняшний день под понятием дисграфия понимается детей с общим недоразвитием речи мы можем отнести к группе риска по возникновению специфических нарушений письма. Термин общее недоразвитие речи, да? Пропускайте, правильно говорите. Так. Важно выявить таких детей еще в дошкольном возрасте и как можно раньше начать с ними разностороннюю систематическую профилактическую работу, целью которой является устранение предпосылок дисграфии и формирование функционального базиса процесса письма. И можно выделить 4 основных направления работы. Первое – это развитие фонематического восприятия, фонематического анализа, работа над слоговой структурой слова, которая включает в себя развитие слуховой дифференциации на материалах слов квазиомонимов, определение правильно произносимых другим человеком слов, развитие навыка звукового анализа, работа над слоговой структурой слова. Второе направление – это формирование графомоторных навыков, развитие чувства ритма, развитие координации руки и глаза, развитие зрительно-пространственной координации, развитие направленных движений руки. Третье направление – это развитие зрительно-пространственных представлений, зрительного гнозиса, развитие зрительного гнозиса, анализа и синтеза, развитие пространственной ориентации, оптика пространственного анализа и синтеза. И четвертое направление – это развитие зрительного внимания, памяти, а также операций мышления, который включает развитие логического мышления, развитие зрительного внимания и развитие зрительной памяти. Да. Я постаралась кратко выложиться. Да. В свое время было разработано альбом по профилактике. Да. А вот это, пожалуйста, расскажите про это. В свое время нами был разработан альбом по профилактике, куда заложены тематический принцип, лексическая тема, и по каждой лексической теме данные направления работы были представлены в виде игр и упражнений. Первое – это на фонематические процессы, второе – на графомоторные. Здесь даны пальчиковые гимнастики и текст речь с движениями, графомоторные навыки и зрительно-моторная координация по каждой лексической теме. Анастасия Михайловна, этот альбом вы сами разработали? Да. Да, многие игры и упражнения я сделала самостоятельно с помощью компьютерных технологий. В данное время моя работа
Моя работа, она преимущественно индивидуальная, поэтому мне нравится использовать такие игры, которые самостоятельно изготавливаю и которые являются полифункциональными, и на одной игре можно проследить реализацию всех направлений работы. И над слоговой структурой можно поработать, и над зрительно-моторной координацией, прослеживание руки, глаз. Также пространственные ориентировки, да, что слева, что справа, что какое животное над, какое животное под, какое между. Можно загадать загадку, можно убрать одно животное, отработать и грамматические конструкции, и память, внимание, мышление, и самоконтроль. То есть просим ребенка закрыть глаза и ждем, когда же, то есть убираем, да, и смотрим его, развиваем его самоконтроль. Замечательное пособие. То есть при желании это обязательно нужно сделать публикацию, да, методические рекомендации разработать. Но наш центр будет помогать, но непременно тут должно быть ваше участие, потому что необходимо грамотно здесь составить методическое сопровождение этой вашей работы. Спасибо большое. Спасибо большое. Вы пока сможете посмотреть, хорошо? Так, пожалуйста, слово предоставляется Мозер Светлане Викторовне, заместителю директора по научно-методической работе Дворца детского творчества. Творчества детей, учащихся. Так, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Позвольте мне от лица Дворца творчества детей, учащихся молодежи, вас поприветствовать и рассказать о том опыте, может быть, конечно, не таком большом, как у некоторых, кто здесь его представляет, но все же для нас очень серьезным и очень ценным, просто бесценным. Но сначала хотела бы сказать о том, что такое дополнительное образование. Да? Все-таки это некая уникальная система, потому что дополнительное образование, оно не имеет уровня образования, как другие виды образования. И в принципе могут прийти как дети, так и взрослые с любым набором стартовых возможностей в систему доп. Образования. Работа ведется как с детьми одаренными, так и с детьми, находящимися в тяжелой жизненной ситуации, так и, естественно, с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Ну и, конечно, мне вторит и федеральный закон об образовании, и концепция развития доп. Образования. Федеральный закон говорит о том, что дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном, физическом самосовершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, организацию свободного времени, адаптацию к жизни в обществе и профессиональную ориентацию. То же самое говорит и концепция развития доп. Образования, которая говорит, что необходимо реализовывать адресную помощь, да, детям всех категорий, в том числе и детям с ограниченными возможностями здоровья. Ну, что я хотела бы сказать. Работа с детьми с ОВЗ на базе нашего дворца началась где-то, ну, примерно, может быть, в середине 2000-х годов. И она, можно ее просмотреть через какие-то социальные акции, через различные мероприятия. Педагоги вместе с ребятами готовили сувенирную продукцию, ну и сейчас продолжают ее готовить. Все это было приурочено ко Дню инвалида, к ежегодному. Это сувенирная продукция, это передвижные выставки, это педагогами проводились открытые занятия, уроки доброты. Сегодня у нас, значит, ребята объединения «Вега», члены Большого общественного детского совета при уполномоченном при главе Республики Коми по правам ребенка, делают совместный проект с ребятами благотворительного фонда «Сила добра». И 10 марта будет премьера на базе Республиканского театра оперы и балета, спектакль «Как ежик счастье искал». Да. Помимо этого, ребята из других объединений создали несколько фильмов по детям с ОВЗ. Один из фильмов о судьбе девочки-колясочницы, которая хотела научиться танцевать. Да, это я пока перелистнула, сейчас перейду к нашим программам. Помимо вот этих всех мероприятий, конечно, мы пытаемся как можно большее количество детей все-таки привлечь, да, в систему дополнительного образования, потому что вы сами понимаете, что это реализация творческого потенциала каждого ребенка.
Сегодня в муниципальной системе дополнительного образования реализуется 8 дополнительных общеразвивающих программ, направленных на работу с детьми с ОВЗ. 5 из этих программ реализуются на базе дворца. Мы очень плотно сотрудничаем с Республиканским государственным образовательным учреждением «40-я школа специальная коррекционная». И вот как раз с этими ребятами эти программы реализуем. Значит, у нас 2 программы физкультурно-спортивной направленности, 3 программы художественной направленности. Одна программа у нас адаптированная, то есть мы ее уже оформили, разработали, довели до конца. Теперь у нас есть полноценно адаптированная, дополнительная общеобразовательная, общеразвивающая программа. И фрагмент занятия в рамках программы «Карусель» вы сегодня увидите. Так как мы эти программы разрабатывали, тут пришла информация о том, что проводится вот такой замечательный конкурс республиканский на лучший проект по работе с детьми с ОВЗ. Мы решили тоже себя попробовать и разработали вот такой проект, который назвали «Разработка и внедрение модели развития музыкально-творческих способностей детей с интеллектуальными нарушениями посредством приобщения к миру музыкального искусства на базе дворца». Вы вот видите фотографии, но мы перед тем, как написать этот проект, конечно, провели некое исследование, чтобы понять вообще, а на чем, вот, из чего мы эту модель могли бы создать, на чем это все базируется, откуда, какие есть внешние, какие есть внутренние ресурсы. И мы выяснили, что все-таки актуальность достаточно большая и заключается она в проблеме развития музыкальных творческих способностей детей. Низкий процент вообще приобщения детей к музыкальному творчеству, в том числе и на базах как бы основного общего образования, начального общего образования. И также мы выяснили, что не все педагоги дополнительного образования вообще готовы работать с данной категорией детей. В общем-то, как и у родителей, и у педагогов есть некое такое, ну, что там скрывать, некое неприязненное отношение к этим детям. Сами родители не верят в то, что у их детей что-то может получиться, что у этих детей может быть какая-то положительная динамика. А эта динамика действительно есть. И у нас уже эти результаты есть, потому что программа «Карусель», она у нас реализуется уже 3-й год. И мы уже видим, что те дети, которые пришли к нам в начале, сегодня они уже выдают совсем другой результат. Те, кто нас не слышал, они уже слышат, и они уже повторяют движения, они уже пританцовывают, и они уже пользуются инструментами шумовыми. Да? Я уже сказала о том, что, еще я не сказала о том, что на 2019 год в нашем городе, помимо программы «Карусель», адаптированных дополнительных общеразвивающих программ нет. Мы над этим работаем, тоже вот наш дворец над этим работает. Ну и закончить мне хотелось бы тем, что все-таки система доп. Образования, не только дворец, сейчас и вся система доп. Образования города Сыктывкара все-таки направлена на то и работает над тем, чтобы все-таки создать условия для детей с ограниченными возможностями, не только, конечно, 40-ю школу, у нас есть и многие другие категории, для того, чтобы приобщить их к различным видам искусства, в том числе физкультурно-спортивной деятельности, интеллектуальной деятельности. Если у вас есть вопросы, в принципе, я готова ответить. У меня все. Спасибо. Спасибо. Да, наш республиканский конкурс «Лучший педагогический проект» он подтверждает, что присылают проекты вот именно по системе доп. Образования из разных муниципальных образований. Вот, по-моему, Сосновоборск очень хорошо представлен, Усинск, по-моему, правильнее сказать. Тоже детей приобщают и к рисованию, и вот как раз к танцам, и к музыкальному образованию. То есть не стоят в стороне наши дети, не остаются в стороне такие дети. А сейчас мы переходим к следующей категории обучающих, к следующей категории детей и людей с нарушениями здоровья. Это нам расскажут об этом представители психоневрологических интернатов. И, пожалуйста, приглашаем Порошкину Юлию Евгеньевну. Да, пожалуйста. Уважаемые коллеги, я рада приветствовать всех на данной конференции. Я с вами поделюсь опытом. Подскажите мне, как вы спели? Так. Не закрыли, да? Эту закроем. Это ваша, да? Такая же картинка, да? Так, показ слайдов. Ну, вот текущего слайда. Я поделюсь опытом работы по социокультурной реабилитации детей и молодых инвалидов в условиях психоневрологического, в интернатах психологического профиля.
Одной из наиболее важных задач социальной политики государства является реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья, которая включает в себя комплекс мер, направленных на создание оптимальной среды их жизнедеятельности, обеспечение условий для социальной адаптации, социализации и интеграции их в общество. Социокультурная реабилитация особо актуальна для стационарных учреждений психоневрологического профиля, где проживают инвалиды в отрыве от социально-общественных взаимосвязей. Республиканский Кочманский психоневрологический интернат – это единственное в Республике Коми стационарное учреждение социального обслуживания, в котором проживают как дети до 18 лет, так и лица старше 18 лет с ментальной инвалидностью. Поэтому весь комплекс реабилитационных мероприятий направлен на обе категории получателей социальных услуг. Одной из важных составляющих социокультурной реабилитации получателей социальных услуг является социокультурная деятельность. Социокультурный компонент социальной реабилитации является средством, обеспечивающим участие лиц с особенностями интеллектуального развития в социальных взаимосвязях, что способствует изменению в образе их жизни и интеграции в общество. Цель и задачи социокультурной реабилитации вы видите на слайде. Социокультурная реабилитация, которую проводят специалисты службы психолого-педагогической помощи, включает ряд направлений работы. Эти направления вы видите также на слайде, и вкратце я немножечко расскажу о каждом из них. Одним из важных направлений социокультурной реабилитации является игровая терапия. Ежемесячно для детей и молодых инвалидов, проживающих в учреждении, педагогам-организаторам и музыкальным руководителям проводятся различные игры, приуроченные к праздничным датам и тематическим месячникам. Педагоги, психологи и воспитатели активно используют в своей работе сказкотерапию. Она эффективна в работе не только с дошкольниками и младшими школьниками, но и с более старшими ребятами. Так, например, в рамках месячника сказки каждая группа готовит драматизацию любого понравившегося произведения фольклора. В итоге мы наблюдаем мини-спектакли с участием наших ребят. Такие культурные анимационные услуги, как посещение театров, досуговых центров, музеев, просмотр кинофильмов, дискотеки и вечера встреч, занимают не последнее место в социокультурной реабилитации наших воспитанников. В течение года ребята регулярно выезжают в культурно-развлекательные учреждения города. Этому направлению социокультурной реабилитации уделяется особое внимание еще и потому, что одной из целей этих мероприятий является практическое обучение лиц с ментальной инвалидностью навыкам проведения отдыха и досуга. В нашем учреждении активно ведется работа с волонтерскими движениями. В рамках культурных анимационных услуг ребята-добровольцы практикуют проведение мероприятий, приуроченных к тематическим месячникам и социально значимым датам. Также для оказания культурных анимационных услуг на безвозмездной основе приглашаем в учреждения аниматорские агентства, шоу мыльных пузырей, химические лаборатории, выездные интерактивные спектакли, известные коллективы и солистов театров Республики Коми. Социокультурная направленность библиотерапии осуществляется через сотрудничество с библиотеками города. Ребята с большим удовольствием посещают районную библиотеку, где принимают участие в беседах и досуговых мероприятиях. Также на базе нашего учреждения ежемесячно проводит познавательные часы ведущий специалист Национальной детской библиотеки Республики Коми имени Маршака. Сотрудничество с библиотеками города позволяет ребятам налаживать коммуникативные связи с единомышленниками и удовлетворять информационные потребности. Немалое значение в социокультурной реабилитации играет и такое направление, как изотерапия. Изотерапией занимаются педагоги-психологи и отдельные педагоги, работающие на группах. Результатом творческой деятельности воспитанников становятся выставки коллективных и индивидуальных работ, а также красочно и необычно оформленные холлы учреждения. Нельзя не отметить такое направление социокультурной реабилитации, как туризм, который дает нашим воспитанникам возможность при взаимодействии с людьми устанавливать социальные контакты, осуществлять право на отдых и приобщаться к культурным ценностям. Туризм является одним из наиболее активных и интересных видов досуга для наших ребят.
Традиционными стали туристические поездки в Великий Устюг на родину Деда Мороза, Финно-Угорский этнокультурный парк села Ып Республики Коми, в город Анапу на базу отдыха «Русалочка». Для наиболее успешной социальной адаптации в современном обществе немаловажную роль играет использование в работе с воспитанниками компьютерных технологий. Это вызывает живой интерес у ребят, служит фактором активизации познавательной деятельности. Приобретение компьютерного оборудования позволило нашим воспитанникам получить дополнительные знания в разных жизненных сферах, расширить круг общения, в том числе и с помощью сети интернет, социально адаптироваться среди сверстников. Ребята с помощью новых технологий и программ получают основные навыки в работе с компьютером. Отрадно, что у нескольких молодых ребят уже есть свои собственные ноутбуки. Неоспоримое значение для проживающих нашего интерната имеет такое направление социокультурной реабилитации, как воспитание православной культурой. Педагогами систематически проводятся занятия по повышению уровня православной культуры. Организуется посещение Свято-Казанского и Свято-Вознесенского храмов и Свято-Стефановского кафедрального собора в городе Сыктывкаре. Наши воспитанники являются постоянными участниками рождественских утренников, православных праздников, различных концертов, принимают участие в благотворительных акциях. На базе нашего учреждения работает Свято-Покровский молельный дом, точнее комната. В нем проходят службы, обряды крещения, организуется работа воскресной школы. Мы тесно сотрудничаем с Сыктывкарской Воркутинской епархией и активно участвуем в их различных мероприятиях. Музыкальная терапия, как направление социокультурной реабилитации, занимает особое место в нашем интернате. Она проводится с целью лечебно-оздоровительной коррекции личности воспитанников, развития творческих способностей, расширения кругозора, активизации социально-адаптивных способностей. Музыкальная терапия реализуется через музыкальные занятия и танцевальный кружок, которые проводят музыкальный руководитель и педагог-организатор соответственно. Результатом этой кропотливой работы являются яркие, завораживающие номера художественной самодеятельности, которые ребята демонстрируют на праздничных мероприятиях как в интернате, так и в других учреждениях города. Таким образом, в Республиканском Кочпанском психоневрологическом интернате имеется достаточное количество разнообразных направлений социокультурной реабилитации для получателей социальных услуг. Эффективность перечисленных форм и методов социокультурной реабилитации определяется повышением уровня социализации лиц с ментальной инвалидностью, их способности социально адаптироваться и сотрудничать. В связи с этим, не останавливаясь на достигнутом, мы нацелены искать новые направления социокультурной реабилитации и внедрять их в нашу работу. Благодарю за внимание. Хорошо. Спасибо большое. А вот вы сейчас показали нам в основном маленьких детей, да, но у вас еще ведь старшие молодые люди, и старше 18, и они как Нет, там разные дети были отражены, и дети, и старшие наши воспитанники. Хорошо, спасибо большое. Так, ну и перед перерывом у нас еще одно выступление. Так, вот сейчас я выйду из этой системы. Так, куда нажать надо? А вот стрелка, нашла стрелку. Так, и теперь куда здесь? Так, попробуйте, пожалуйста. Спасибо большое. Здравствуйте. Зовут меня Потоцкая Светлана Борисовна. Я работаю в Сыктывкарском психоневрологическом интернате. Наш интернат введен в эксплуатацию в 1976 году и занимает второе место по коечной мощности в Республике Коми. Рассчитан он на 420 койко-мест. В нашем учреждении проживают люди с ограниченными возможностями здоровья старше 18 лет. Цель работы учреждения – это повышение качества жизни получателей социальных услуг. И одно из важнейших направлений является социокультурная реабилитация и поддержка лиц с ограниченными возможностями здоровья. Одним из самых распространенных методов этой реабилитации в учреждении является библиотерапия. Социокультурная деятельность библиотек для лиц с ограниченными возможностями здоровья призвана обеспечить их свободный и благоприятный доступ к информации, к социальной реабилитации и интеграции.
В этих целях библиотерапевтические технологии реализуются как в рамках специализированного, так и интегрированного библиотечного обслуживания. Осуществляя социально-реабилитационную функцию, библиотеки уделяют первостепенное внимание вопросам помощи инвалидам в их общественной деятельности, расширения культурного кругозора. В 2003 году в учреждении проживало 2 получателя социальных услуг с инвалидностью по зрению. Для них была организована работа со специальной библиотекой для слепых имени Луи Брайля. Взаимодействие тогда носило очень эпизодический характер. Мы выезжали на книгообмен и на некоторые календарные мероприятия. Постепенно увеличилось количество желающих посетить эту библиотеку. Ее двери открылись для всех желающих. Результатом постоянного сотрудничества уже в 2004 году стала необходимость создания коммуникативного сообщества с целью расширения круга оказываемых услуг и увеличения количества получателей этих услуг. При библиотеке открылся литературный клуб «Собеседник». Работа клуба тщательно спланирована, носит системный характер. Встречи участников проходят ежемесячно, в конце каждого календарного года. Продумывается общая тематика мероприятия на будущий сезон, исходя из социальной и культурной жизни республики и страны. Количество получателей социальных услуг, посещающих литературный клуб, постепенно возрастает. Если в 2003 году это было всего 2 человека, то на 2018 год это 35 человек. За 15 лет совместной работы состоялось 165 заседаний. Это были мероприятия различных форм: электронные презентации, литературно-музыкальные композиции, викторины, беседы, часы фольклора и истории, литературные, психологические, театральные игры, занятия с элементами тренинга, встречи с известными людьми, конкурсные программы и различные другие мероприятия. Библиотерапия стала необходимым элементом социокультурной жизни получателей социальных услуг. Она разделилась условно на целенаправленную, то есть способствует воспитанию активизма, утверждению веры в себя, и нецеленаправленную, то есть служит для того, чтобы поднять настроение, отвлечь от навязчивых мыслей. Со временем взаимодействие с библиотекой имени Луи Брайля вышло за пределы литературного клуба. Получатели социальных услуг учреждения стали активными участниками всей социокультурной жизни библиотеки. За последние 3 года ежемесячные встречи стали проходить в 2 рамках: непосредственно в библиотеке и выездные мероприятия. Так однажды к нам в интернат прибыл краеведческий арт-поезд, посвященный году патриотизма «На земле живешь ты где-то», который смогли посетить более 100 человек. Популярными также становятся совместные выезды на районные мероприятия, участие в акциях, выставках декоративно-прикладного творчества, в разнообразных мастер-классах. Очень запомнился нашим ребятам выезд в Усть-Ломский район, который проводился в рамках библиотечного проекта «Православная инициатива». Участники клуба побывали на фестивале православной книги «Единая вера, единая Русь святая», проходившей в районном доме культуры села Усть-Лом. В программе фестиваля зрители увидели спектакль «Серая шейка», театр особых людей «Радость моя», участвовали в интерактивных игровых площадках, мастер-классах, слушали песни под гавайскую гитару, смотрели выставки православных книг и изделий народного прикладного творчества «Творчество без границ», на которых были представлены работы и читателей библиотеки, посетителей клуба. В завершении фестиваля побывали на православном балу. В 2016 году приняли участие в празднике, посвященном юбилею Духовно-просветительского центра «Возрождение души» для граждан с ограниченными возможностями. В этом же году, в преддверии 95-летия Республики Коми, на площадках города проводились выставки. Участники клуба показывали мастер-классы и выставки. Участвовали мы также в акции «Весна без границ», где тоже выступили с мастер-классом по плетению берестяной звездочки, и выставка у нас была. Таким образом, библиотерапия очень положительно влияет на наших проживающих. Отметим, это в первую очередь формирование у граждан с ограниченными возможностями, способность противостоять сложным жизненным ситуациям. Это средство, создающее определенный настрой, благоприятный эмоциональный фон для общественно полезной деятельности.
преодоление личных барьеров, установление эмоциональной связи с окружающим и воспитание положительных личностных качеств, чувство независимости, инициативы, критическое отношение к себе. Таким образом, можно сделать вывод о том, что библиотерапия – это технология социокультурной реабилитации, представляющая собой специальное коррекционное воздействие на лицо с ограниченными возможностями здоровья с помощью специально подобранных мероприятий в целях нормализации и оптимизации. Спасибо. Спасибо, Светлана Борисовна. Да, вами представлена очень хорошая система работы в технологии библиотерапии. И мы видим, как воспитанники ваши, проживающие, вовлечены в самые разные виды деятельности. Продолжим слушать опыт этого учреждения. И Татьяна Степановна Шмындина, инструктор по труду, расскажет о своем опыте работы. Это ваша заставка? Нет, да? Тогда давайте сами. Меня зовут Шмындина Татьяна Степановна. Я работаю инструктором по труду. Сейчас я начну, включу слайд. Меня зовут Татьяна Степановна Шмындина. Я работаю инструктором по труду в Сыктывкарском психоневрологическом интернате. Тема моего выступления – социальная адаптация молодых людей с ограниченными возможностями здоровья и людей пожилого возраста на основе совместного обучения и совместной деятельности. В нашем учреждении проживают люди с ментальной инвалидностью, которые относятся к категории наименее адаптированных граждан. Социальная изоляция данной категории людей негативно сказывается на качестве их жизни. Граждане пожилого возраста зачастую испытывают похожие трудности. Усиливающееся с возрастом одиночество является одной из острейших психологических проблем старшего поколения. В связи с этим было принято решение о реализации проекта «Интеграция делом», проекта по обучению навыкам валяния шерсти молодыми людьми с ментальной инвалидностью граждан пожилого возраста на базе мастерской художественных промыслов. Задачи проекта: создание необходимых условий для укрепления коммуникационных связей между поколениями, повышение социальной активности участников проекта за счет активного межличностного взаимодействия людей третьего возраста и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья, ориентация участников проекта людей разных социальных групп на оптимальную деятельность с максимальным использованием своих возможностей и мобилизацией имеющихся ресурсов, совершенствование знаний по художественной обработке шерсти через подготовку к занятиям, организация свободного времени и культурного досуга молодых и пожилых людей. В нашем интернате в качестве наставников выступили молодые получатели социальных услуг в количестве 5 человек. В роли обучаемых люди пожилого возраста, просто жители города. За всего время проекта основные навыки валяния приобрели 18 человек. На предварительном этапе мы подготовили мастерскую, закупили расходные материалы и оборудование, подготовили необходимый методический материал, провели рекламную кампанию в социальной сети ВКонтакте, выпустили и распространили буклет о проекте в центрах социальной защиты населения, ну и сформировали группу обучаемых. Как мы и предполагали, набрать группу граждан пожилого возраста, желающих обучиться искусству валяния шерсти, не составило большого труда, поскольку рекламная кампания была проведена на должном уровне. Молодые участники проекта готовились к проведению занятий больше морально, так как опасались встречаться с незнакомыми людьми, боялись, что не справятся с возложенными на них обязанностями. Пожилые люди с тактом, с присущим им тактом и юмором, с легкостью помогли преодолеть все сомнения ребят. Уже с первых занятий они помогали своим наставникам, задавали наводящие вопросы, поощряли показать процесс выполнения, с благодарностью принимали помощь. И этот процесс не был односторонним. Молодежь, постепенно освоившись с новой для них социальной ролью, оказались требовательными учителями, побуждали своих подопечных выполнять работу до завершения и качественно. Вместе радовались успехам.
На основном этапе мы провели обучающий курс с тремя группами граждан пожилого возраста в количестве 18 человек. 2 группы были по 5 человек, как и планировалось, но желающих было так много, что в последней группе занимались уже 8 человек. Длительность одного курса составила 26 часов по 3 часа в неделю в течение 2 месяцев. Согласно тематического плана курса обучения, пенсионеры научились валять цветы, сувенирные валенки, домашние тапочки, а также картины и шерсти в различных техниках. Круглый стол по окончанию каждого курса обучения в каждой группе проходил в теплой дружеской обстановке. Некоторые из участников не могли сдержать слез, договаривались перезваниваться и встречаться. Группы обучаемых подобрались разные по возрасту и по ручной умелости, но у всех пожилых людей наблюдался большой энтузиазм на занятиях и благодарность за возможность участия в проекте. Заключительным этапом стала организация творческой встречи участников на базе Эждинского центра комикультуры. Ребята с удовольствием встретились со своими новыми друзьями, по которым успели соскучиваться. Кроме того, официальными представителями нашего интерната общества инвалидов были проведены итоги проекта. Ребята в очередной раз услышали много теплых слов в свой адрес и были награждены грамотами. А граждане пожилого возраста организовали для нас выставку своих новых работ и показали вареные игрушки, которые они выполнили уже самостоятельно, освоили эту технику самостоятельно. Таким образом, цели и задачи, поставленные нами, были успешно реализованы. Совместная деятельность объединила представителей молодого и старшего поколения, позволила молодым получателям социальных услуг учреждений успешно реализоваться в роли наставников, а пожилым людям научиться новому виду творчества – валянию из шерсти. Хочется отметить, что проект показал и неожиданные приятные результаты. Уже при ходе обучения первой группы пенсионеров мы отмечали высокий творческий рост, который в последующем только подтвердился. Люди старшего возраста изготавливали изделия самостоятельно, в больших количествах, пробовали совместить разные техники вместе с валяниями и активно осваивали мастер-классы в интернете. Высокий эмоциональный настрой на занятиях, который создавался во многом благодаря людям старшего поколения, переносился в семью. Участницы проекта показывали процесс валяния своим близким и вовлекали таким образом тоже их творческий процесс. Мы предполагали, что желающих обучиться валянию будет много, но в результате активной пропаганды проекта нашими пожилыми участницами спрос на обучение значительно превысил все наши возможности. И наши бабушки решили эту проблему по-своему. Они самостоятельно делились знаниями со своими коллегами, организовывая мастер-классы на различных площадках. Это все. Спасибо за внимание. Татьяна Степановна, а где вы представляли свой проект? Ну, это грантовый проект. Инна Леонидовна, помогите. Хорошо, пожалуйста. Здравствуйте, я заместитель директора Сыктывкарского психоневрологического интерната. Мне очень приятно, что у нас сегодня такие интересные доклады. Я вижу, что вам нравится. Мы участвовали в конкурсе «Активное поколение». Проект был направлен на социализацию граждан пожилого возраста. Вот, и поэтому мы привлекли пожилых людей, которые не проживают в учреждении, проживают за пределами, но поскольку это было основное условие конкурса. Вот, это грантовый проект. Была организация благотворительная, была «Добрый город Петербург», оказались они спонсорами. Вот, и мы полгода занимались вот такой активной, хорошей деятельностью и, собственно, социализировали наших молодых инвалидов, ну и дали возможность получить какое-то дополнительное образование для граждан пожилого возраста. Вот мы тоже имеем лицензию на образовательную деятельность дополнительную для взрослых. Вот, и такой был у нас вот чудесный проект. А где ваш чудесный проект опубликован? А нигде не опубликован, только на наших сайтах программа рассказана, проект рассказан. На страничке ВКонтакте мы описывали все этапы, как проходили эти все этапы. Добрый город Петербург в тот год не опубликовал. Я предлагаю вам, чтобы вы нам представили свой проект, и мы его опубликуем в этом сборнике нашей конференции. Ждем вашей работы. Спасибо.
Спасибо, кто у нас сейчас представил образовательные организации школьного образования, да, и переходим к обобщению опыта профессиональных образовательных организаций. Приглашаем Адамко Инну Александровну, заведующего отделением экономики и управления сервисом. Пожалуйста, по времени укладываемся. Все равно мы хорошо в темпе идем. Здравствуйте всем, уважаемые коллеги. Мы представляем еще не такой большой опыт по реализации работы, да, такой деятельности нашей работы со студентами уже с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья. И мы хотели бы здесь в данном докладе представить опыт реализации творческого проекта. На сегодняшний день перед системой профессионального образования стоит крайне важная задача создания инклюзивного образовательного пространства, получения студентами с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья доступного образования. В связи с этим встает вопрос о создании такой системы обучения и воспитания, где ребенок с особенностями чувствует себя прежде всего комфортно, и речь идет прежде всего о психологическом комфорте, создании условий для полноценного развития личности. В данном выступлении будет представлен опыт реализации педагогическим коллективом Сыктывкарского колледжа сервиса и связи творческого проекта «Дорога радуги», ставшего лауреатом республиканского конкурса «Лучший педагогический проект в системе работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья». Колледж уже не первый год работает в рамках реализации федерального проекта программы «Доступная среда». С 2014 года колледж стал активным участником этой программы и был создан класс для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью для студентов из количества 8 человек для обучения по специальности экономико-бухгалтерский учет. С этого момента началась очень активная архитектурная перепланировка здания, где начали обучаться наши студенты. И первый выпуск этих обучающихся был сделан в 2018 году. Параллельно с этим процессом шло создание базовой профессиональной образовательной организации на базе также Сыктывкарского колледжа сервиса и связи, которая начала свою деятельность с 2016 года. О ней немножко скажу позднее. Ну и вот с 2014 года была создана активно архитектурная перепланировка, вся архитектурная доступность была в принципе соблюдена. Вы видите, была перепланирована и входная группа, и санитарно-гигиеническое помещение сделано, и даже приобретен ступенькоход для создания обеспечения доступности на 3 и 4 этаже. Но между тем мы столкнулись с тем, что вот как раз уже с 2018 года мы сделали второй набор обучающихся с инвалидностью и с ОВЗ. Все эти дети оказались с разными нозологиями. Если первая группа у нас была как раз, вот это обучающиеся были в основном с нарушениями опорно-двигательного аппарата, то здесь в данном случае у нас дети оказались все с разными нозологиями, и причем разновозрастные, хотя мы делали набор именно после 9 класса. Но плюс эти дети еще все находились на домашнем обучении. То есть они попали для себя в такую среду достаточно, несмотря на то, что вроде бы комфортную, да, но для них достаточно тяжелую в плане адаптации. Кто-то из них начал постоянно болеть, кто-то из них пропускал занятия, кто-то даже сказал: я забираю документы. Но в связи с этим вот мы с коллективом очень активно отреагировали на это и стали реализовывать такой творческий проект, который был бы доступен для ребят в такой арт-форме, арт-проект «Дорога радуги». Цель проекта, чтобы снизить вот это депрессивное, стрессовое состояние, как ускорить процесс адаптации детей, чтобы дети постоянно работали с краской, с цветом, с различными формами изобразительного искусства. И конечным результатом нашего проекта стала бы такая выставка, которая была организована самими ребятами, их как раз вот их творчество. Задачи проекта как раз были уточнить мотивацию наших обучающихся, их увлечения, хобби, снизить стрессовые ситуации,
продиагностировать их впечатления от реализуемых мероприятий, ну и организовать совместную досуговую деятельность. Проект получился у нас межведомственным. Сюда мы привлекли Центр занятости Сахтыгинского района, Центр культурных инициатив у нас откликнулся и принял наших детей. Национальная галерея Республики Коми тоже прямо разработала нам целую программу мероприятий, куда были включены наши дети. Ну и даже вот представитель имидж-студия Багира тоже участвовал в наших мероприятиях. Было порядка 14 мероприятий в данном проекте, как бы какой-то формы прямо супер оригинальной такой не было, но я скажу одно, да, что задачу реализации этого проекта, главную цель мы выполнили. Дети стали посещать активно занятия, то есть с желанием стали приходить в колледж, обучаться, количество заболевающих уменьшилось сразу же, да, то есть была положительная динамика. И вот кратко о тех мероприятиях, которые мы провели. Это и занятия на развитие командного духа, тренинг «Мы команда», это наши обзорные экскурсии, Центр культурных инициатив «Югор», Национальную галерею. Все мероприятия были заключены, вся идея этих мероприятий была заключена на работе с цветом. Как дети воспринимают цвет, какие краски они подбирают, как они могут описать, какими красками были написаны картины, какие бывают нетрадиционные методы красок. То есть по каждому мероприятию мы с детьми обсуждали проведенные экскурсии. В классе, где учатся дети, была создана выставка периодических изданий, которая тоже сподвигла их посмотреть и изучить, какие художники, какие есть направления в искусстве. Ну и вообще следует сказать, что нас дети сами сподвигли на этот проект. У нас есть девочка с инвалидностью, которая обучается в школе искусств и которая активно подключилась и сказала: давайте я сама проведу вам презентацию, и мы попробуем какой-нибудь мастер-класс, и я покажу ребятам, что искусство, оно доступно, и бывают разные формы, не нужно быть обязательно великим художником, как изобретаются новые, да, виды искусства. И вот она как раз создала такую презентацию, где ребята попробовали создать картину в разных техниках. Еще очень был интересный мастер-класс, который нам провели наши как раз вот партнеры Центра занятости Сахтыгинского района. Рисуем в технике Дзен-арт. Это медитативная техника рисования, очень простая, которая была заготовлена шаблоном детям, и дети сами наполняли свои рисунки различными узорами, которые их расслабляли, занимали, и получилось красиво, то есть и доступно, и красиво, и дети сразу же видели результат. Пальчиковая живопись, техника бумажная мозаика. Ну и вот и последний такой интересный у нас был урок по созданию фейс-арта, мастер-класс по аквагриму. Как раз вот представитель имидж-студии Багира показала ребятам, что наше тело тоже может являться источником творчества. Ну и вот у нас получилась вот такая вот выставка. И я просто еще кратко хочу сказать, что я сегодня здесь не только как заведующий отделением, но и как представитель базовой профессиональной образовательной организации, которая создана на базе нашего колледжа. Цель которой — это увеличение числа абитуриентов из числа инвалидов и лиц УВЗ, принятых на обучение по программам СПО. И как видите, вот с 2016 года она функционирует, идет положительная динамика, да, увеличения обучающихся с инвалидностью УВЗ как раз обучение профессионального образования. И одним из таких направлений базовой профессиональной образовательной организации является как раз вот демонстрация рабочих мест с оснащением для детей с различными нозологиями, ну и активная профориентационная работа. Поэтому я понимаю, ваши детки, да, которые сейчас у вас в садике находятся, потом впоследствии, возможно, станут и нашими обучающимися. Мы очень ждем их. А профориентационную работу мы готовы уже проводить и с раннего возраста. Ну и еще одним из таких важных направлений работы БПО является организация чемпионатов Обилимпикс. Вижу, докладчики должны представить эту информацию еще. Как раз в апреле у нас пройдет такой чемпионат для лиц с нарушением, для лиц ОВЗ и инвалидов 10-11 апреля. В этом году будут заявлены 15 новых компетенций. То есть, пожалуйста, подключаемся, если у вас детки школьного возраста, да, студенты, специалисты. Приглашаем к участию. Благодарю за внимание.
Спасибо большое, Инна Александровна. И еще заслушаем до перерыва еще одного представителя. Это Кипушева Кристина Александровна. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Кипушева Кристина Александровна. Я представляю агропромышленный техникум. И тема моего выступления — психолого-педагогическое сопровождение студентов с ограниченными возможностями здоровья. Эта тема в наше время довольно актуальна, так как с целью более качественного получения образования и нейтрализации социального неравенства подростков с ОВЗ активно включают в обычный тип образования, то есть инклюзивный. А в своей практике мы встретились с тем, что подростки с ОВЗ нередко приходят на обучение без опыта взаимодействия с другими людьми, кроме как близкое окружение и семьи. И поэтому была выявлена потребность в создании особых условий для успешного развития и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. Под основными задачами было определено сохранение и укрепление здоровья таких обучающихся, помощь в решении проблем социального взаимодействия и адаптации, развитие коммуникативных умений, доброжелательности к окружающим, доверие к миру и содействие в становлении, развитии и коррекции личностных качеств. В основе нашей работы мы видим идею принятия индивидуальности каждого ребенка с ОВЗ, а также в роли ожидаемых результатов принимаем повышение качества обучения, умение устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать, дружить и разрешать конфликтные ситуации. И, конечно, очень важный тоже момент — формирование представления о себе и развитие положительного отношения к себе у ребят с ОВЗ. Этапы реализации проекта делятся на 3 этапа. Подготовительный, то есть на этом этапе происходит знакомство с ребенком с ОВЗ, с анамнезом, с особенностями, диагностика идет. Также в этот период тоже происходит разработка программ, рекомендаций и ознакомление педагогов-воспитателей с рекомендацией по работе с данным ребенком. На втором этапе, коррекционно-развивающая, происходит непосредственная работа с подростком, педагогами и родителями, то есть реализация сопровождения, проведение профилактической работы и развитие личностных качеств. На третьем этапе аналитика обобщающем проходит, так скажем, анализ результатов деятельности, корректировка программ и перспективное планирование. Непосредственно моя работа как психолога состоит из 5 направлений. Они представлены на слайде. В диагностическом блоке у нас изучаются личностные особенности подростков, уровень их социализации, развитие эмоционально-волевой сферы и условия семейного воспитания. В консультативном направлении в основном работа ведется с педагогами и родителями по, так скажем, по повышению их компетентности в вопросах воспитания и взаимодействия с такими детьми. Также в консультативном направлении и ведется работа с самими подростками. Это в форме личных бесед по волнующим их вопросам и темам. В коррекционно-развивающем направлении происходит основная работа с подростками, то есть это групповые тренинги самой различной тематики, индивидуальная коррекционная работа и оказание помощи в учебной деятельности и личностном росте. В профилактическом направлении входят различные формы просветительской деятельности, то есть создание стендов, лекций, печатные материалы и так далее, направленные на повышение психологической грамотности, и это организация досуга обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и вовлечение их в кружковую деятельность. И в организационно-методическом направлении состоит из разработки программ, сопровождения, анализа деятельности, рекомендаций, разработка и тренингов. Далее в нашем образовательном учреждении обучаются студенты с ограниченными возможностями здоровья по программе профессионального обучения, то есть по профессии повар, они у нас обучаются 10 месяцев. И также обучаются ребята по различным специальностям, то есть они включены в обычные группы студентов. Для достижения поставленных целей и задач с данными категориями обучающихся педагогический коллектив в течение всего учебного периода проводит разнообразные виды и формы работ.
Социализация и включение таких подростков в образовательную деятельность происходит постепенно, и активно принимается индивидуальный подход в ходе работы. Мы активно вовлекаем студентов в различные, так скажем, общие виды деятельности, в групповую форму, то есть общий проект, общие лабораторные, участие в конкурсах, участие в каких-то общих мероприятиях внутри техникума и так далее. Также большое внимание уделяется именно социальной адаптации таких ребят, так как успешная социализация в обществе является одной из важнейших задач данной возрастной категории. В Обилимпиксе тоже участвовали, наши девочки заняли 3-е и 4-е место. И параллельно ведется работа с остальными студентами по воспитанию перед ними таких качеств, как толерантность и уважительное отношение к подросткам с ограниченными возможностями здоровья. Потому что именно уважение и поддержка со стороны окружающих дает возможность подростку с ОВЗ успешно социализироваться и принять свою личность, и, конечно, начинать доверять окружающему миру и другим людям. Все. Спасибо. А вот скажите, пожалуйста, там вы упомянули кружки, какие-то другие формы внеурочной работы, а вот дети с ОВЗ, какие кружки, например, могут посещать? Индивидуально смотрим, то есть, допустим, на теннис. То есть, конечно, тут смотрится по здоровью, идет консультация с педагогом, можно ли и где можно. То есть, если у человека есть желание, мы ему ищем направление. Или же просто творческая работа у нас вот активно именно с ребятами идет. Декоративное прикладное творчество, рисование и так далее. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Так. Ну, у нас еще остается 3 докладчика в данной номинации, на данной дискуссионной площадке. Но нам сейчас нужно будет немножечко сделать перерыв, размяться и перейти в 102-ю аудиторию на первый